Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И вначале коротко о главном. Прием на самом высоком уровне. Ради, приветствую тебя. О чем Ради Хабиров и Александр Лукашенко говорили во время визита башкирской делегации в Беларусь. И почему отношения двух республик настолько теплые. Каждый год Республика Башкортостан из Беларуси увеличит импорт, и эту работу будем продолжать. От редактирования ДНК до создания инновационных материалов. Мы разрабатываем пористый имплант, который отличается тем, что в нем можно задавать заранее механические характеристики и подстраиваться под прочность кости и модуль упругости. Чем сейчас живет башкирская наука? Расскажем об открытиях и перспективных проектах. Это центр развития инноваций, которые, что называется, внедряются в жизнь. Здесь уже размещены десятки лабораторий, и это только на начальном этапе. Самые тихие игры. Башкортостан принял первую зимнюю всероссийскую спартакиаду глухих. Как проходили соревнования? Здесь, в Уфе, очень хорошо. Республика нас очень здорово принимает. Условия для нашего вида спорта отличные. Башкортостан и Беларусь будут наращивать товарообороты и в планах преодолеть отметку в $320 миллионов, которые уже наработаны. На неделе башкирская делегация во главе с Радием Хабировым посетила Братскую республику. Состоялась встреча с Александром Лукашенко, где руководители республик говорили о перспективах дальнейшего сотрудничества. Строительство новых совместных предприятий, организация экскурсий для школьников, увеличение поголовья зубров и создание башкирско-белорусского кластера. Вот только часть тем. Подробнее в материале Динары Таймасхановой. Ради, приветствую тебя. Привет. Теплые объятия при встрече еще раз доказывают, две республики не только партнеры, но и друзья. Александр Лукашенко и Ради Хабиров виделись 3 года назад. Встреча нынешняя – обсудить направления, которые уже развиваются, и составить план на будущее. Башкортостан для нас очень важный регион России, с которым мы хотели бы сотрудничать. Во-первых, он очень развитый, продвинутый, ну а во-вторых, это центр европейской территории России, и работая у вас, можно считать, мы будем работать на соседние регионы. Просто хочу сказать вам, Ради Фаритович, если мы договоримся по каким-то вопросам, не сомневайтесь, мы обязательно выполним. Ради Хабиров называет союзное государство главным внешнеэкономическим партнером. В Башкортостане популярны белорусские товары, а их целая линейка. Транспорт, коммунальная техника, продовольствие, изделия легпрома. В прошлом году было небольшое падение товарооборота по экспорту из Башкортостана. При этом импорт, наоборот, растет. В планах большие цели – преодолеть отметку в товарообороте в $320 миллионов. Беларусь – это не просто внешнеэкономический партнер, мы всегда это говорим, и мы так считаем и живем. Это для нас братская республика, иначе мы не рассматриваем наших коллег, белорусов. И вообще сотрудничество. Мы с вами встречались в 2021 году зимой. Значит, все это время с того момента мы довольно интенсивно работали, познакомились со всей вашей командой, значит, у нас полное взаимопонимание. Далеко за примером ходить не надо. Уфимский трамвайно-троллейбусный завод и МАЗ в экономической зоне Алга готовы создать совместное предприятие. Так называемая территория развития электротранспорта позволит в 2 раза увеличить объемы выпуска техники, а через пару месяцев по дорогам Уфы в тестовом режиме поедет новый горожанин, сочлененный троллейбус на 140 мест. На базе кузова 216 он у нас будет называться «Горожанин 6247». В Беларуси такого пока троллейбуса нету. Мы будем, это первый наш совместный проект. Он будет в Уфе кататься. В планах совместного предприятия догнать выпуск троллейбусов до 400-500 единиц будет.
Также работающий в зоне Алга завод белорусского холдинга «Амкадор Агидель» производит зерносушильные комплексы. К слову, он находится на улице Минской, которая названа в честь дружбы с Братской Республикой. Следующий шаг – достроить завод холдинга по производству сельхоз и коммунальной техники. Мы предложили президенту поддержать нашу идею создания башкирско-белорусского инвестиционного кластера. Это новое экономическое явление, скажем так. Для этого необходимо изменение законодательства Российской Федерации. Мы законодательную инициативу подготовили, поэтому тоже в этом вопросе мы нашли поддержку у президента Беларуси. В 2022 году в Уфе открылся дилерский центр Минского автомобильного завода. Компания заинтересована теперь в строительстве большого сервисного центра. Белорусской техники действительно много, финансово выгоднее ремонтировать ее на месте. Для обеспечения оперативной доступности грузовой техники Минского автомобильного завода, повышения сервисного обслуживания, ведется и работа по строительству нового дилерского центра. Подписан соответствующий меморандум, ведется подбор земельного участка и вырабатывается бизнес-модель. Тоже почему говорю об этом? Потому что надеемся на поддержку этой инициативы и соответствующий контроль за ее реализацией со стороны правительства Башкортостана. В Минске Ради Хабиров изложил цветы к монументу Победы. Общая история участия в Великой Отечественной войне связывает братские республики. 8 десятилетий. Запуск туров по местам боевой славы для школьников Башкортостана стал одной из тем обсуждения на встрече с премьер-министром Беларуси. Также говорили о развитии программы «Башкирско-белорусское долголетие», благодаря которой наши пенсионеры открыли для себя новые места отдыха. За 3 года уже более 3000 наших ветеранов здесь были. Значит, в бюджете республики заложены деньги на субсидирование на 2025 год еще для 1500 поездок сюда. Поэтому это тоже хорошая история. Она сама потом увеличивает возможности туризма. Ну и, конечно, мы бы были бы рады, если бы белорусы к нам приезжали. У нас тоже есть что посмотреть. Особое спасибо Ради Фаритовичу за то, что он организовал такую программу. Мы очень рады. О нас, серебряном поколении, заботится от всей души, от всей Башкирии, от всех пенсионеров. Хочу сказать большое спасибо. А еще стороны договорились привезти к белорусским зубрам, которые уже получили прописку в Башкортостане, еще одну партию. Первая группа животных приехала в республику в 2023 году. О том, что новые условия им подошли, подтверждает 5 родившихся телят. Динара Таймасханова, Ильшат Казакулов. Итоги недели. Они создают генетический паспорт башкирской лошади, спасают пчелу и разрабатывают персонализированную медицину по ДНК. Вот только часть проектов, за которыми стоят ученые республики. На неделе они отметили профессиональный праздник. Как отметил Ради Хабиров, в наши дни именно наука формирует инновационную основу развития общества и государства. От ее успехов зависит технологический суверенитет страны, устойчивость и надежность в общем движении вперед. Недаром Башкортостан занимает первое место в стране по поддержке ученых. Об открытиях и предстоящих планах расскажет Артур Шамсудинов. Геном любого живого существа как конструктора. В нем вся биологическая информация. И ученые Института биогенетики уже вовсю научились считывать их и редактировать, меняя те или иные свойства. Можете увидеть, например, это корни баклажана. Здесь получается растение встроенным геномом свеклы. То есть корни растений стали такого цвета. Впрочем, это, что называется, лишь цветочки. Недавно ученые выиграли мегагрант в 500 000 000 рублей. Одна из задач – выведение новых пород свиней. То есть наша цель – изучить геном и найти гены, которые отвечают за различные хозяйственно-ценные признаки свиней и гены, которые отвечают за устойчивость к различным заболеваниям свиней. Например, каннибализм, хромота и так далее. А вот в случае с башкирской лошадью цель не изменить, а именно сохранить исходный код. Ученые разрабатывают генетический паспорт животных, а также создают биобанк, чтобы затем развивать именно эту породу. Похожая работа уже ведется с пчелами, которых генетики также пытаются сохранить. Мы должны были собрать много-много образцов ДНК медоносной пчелы, сравнить их друг с другом, чтобы выделить самое главное, то, что мы обладатели самой уникальной пчелы у себя в республике.
Это мы показали, опубликовали на международном уровне. Что особенно важно, все эти исследования носят прикладной характер. Задачи во многом соотносятся с реализацией национальных проектов. Необходимо активно и плотно включаться в научно-технологическую повестку, реальную практику развития наукоемких производств, внедрение передовых технологий, трансфера знаний и инноваций. Ваши исследования должны быть в большей степени ориентированными на практический результат для инновационных секторов экономики, аграрной отрасли, социальной сферы, которые как раз и определяют качество жизни наших жителей. Для решения поставленных задач нужны хорошие условия. Вот Ради Хабиров дает старт аппарату, который неформально называют глазами химика. Спектрометр ядерно-магнитного резонанса определяет структуру веществ вплоть до атомов. Отличительной особенностью комплектации этого прибора является наличие блока автоматической смены образцов, что позволяет кратно увеличивать производительность спектрометра и закрывать все возрастающие потребности в качественных спектрах при выполнении государственных тем заданий и республиканских научно-исследовательских проектов. Много исследований связано с человеком. Это и персонализированная медицина, и создание новых материалов. В УНИТе, например, разрабатывают имплантаты для онкобольных, которые помогут замещать пораженные участки костей. Их можно сделать с помощью 3D-печати. Мы разрабатываем пористый имплант, который отличается тем, что в нем можно задавать заранее механические характеристики и подстраиваться под прочность кости и модуль упругости. Мы, во-первых, можем четко контролировать размер пор внутренних и строить такие ажурные структуры, какие мы хотим. А с другой стороны, мы можем индивидуально под каждого пациента снять КТ, например. И костей же много разных мест, которые нужно заменять. Точно под это место мы можем изготовить при помощи вот этого 3D-принтера имплантат. Башкортостан последовательно укрепляет свои позиции в сфере науки. Третий год подряд регион в десятке национального рейтинга научно-технологического развития. В лидерах республика и по мерам поддержки молодых ученых. На неделе для них учредили новую ежегодную премию, которая станет дополнительной мотивацией для работы. Когда я был молодым ученым, таких мер поддержки, как сейчас для молодых ученых, даже близко не было. Хорошо идет молодежь у нас в нефтехимию, значит, вот в генетику, но очень плохо идет молодежь в классические направления, такие как там ботаника, почвоведение там, и так далее. То есть, есть такая проблема, есть такой перекос. Ищем молодых среди талантливых студентов. Профориентацию можно и нужно проводить с малых лет. Вот и в честь Дня науки детям сотрудников медуниверситета показали, чем занимаются их родители. Малышей познакомили с лабораторными животными и оборудованием, на котором проводят исследования. Папа. Папа. Вы знаете, чем он занимается? Да. Я доктор... могу прочитать, там очень длинно. Там длинно очень. Ага, длинно. Доцент. Да, длинно. Не очень-то и длинно. Длинно. А вас папа водил на работу? Конечно. Я с самого детства видел и мышей, и крысок, он делал эксперименты в том числе. Я выбрал именно его специальность патологическая анатомия. А ведь у ученых есть что-то общее с детьми. Ведь именно стремление познать неизведанное позволяет открывать новые горизонты. Что касается экскурсии, то, очевидно, расчеты организаторов оказались верны. Многие дети уже изъявили желание в будущем попробовать себя в науке и медицине. Настоящим флагманом науки республики стал Уфимский кампус. Это не просто точка притяжения студентов и ученых, но и современное общественное пространство для жителей. А еще это центр развития инноваций, которые, что называется, внедряются в жизнь. Здесь уже размещены десятки лабораторий, и это только на начальном этапе. В ближайшее время в рамках второй очереди откроется геномный центр, который также станет дополнительным стимулом для развития научной среды региона. Артур Шамсудинов, Азат Ишбулатов и Шамиль Каримов. Итоги недели. В феврале в республике стартует проект «Герой Башкортостана». Об этом объявил Ради Хабиров. Участники специальной военной операции пройдут конкурсный отбор, а после их ждет обучение с наставниками из госструктур. В последующем они могут быть трудоустроены в правительстве, ведомствах и муниципалитетах. Проект станет региональным аналогом федерального «Время героев». К слову, ветераны спецоперации уже успешно находят себя на гражданке, и военный опыт помогает им в новых профессиях. Подробности о поддержке бойцов в тылу и на передовой в материале Эмиля Басареева.
начальник спасательной службы. Ага. Акчурин Тимур Валерьевич. Спасатель Тимур Акчурин прекрасно знает, где поклонники зимней рыбалки чаще всего ловят рыбу. И регулярно выезжает, чтобы убедиться. Лед крепок, а сами рыбаки знают правила безопасности. Строгого начальника спасательной службы в Кушнаренковском районе знают все. Тимур – ветеран специальной военной операции. Сражался на фронте в рядах отряда «Барс». По истечении контракта вернулся на родину, и ему предложили возглавить службу в родном муниципалитете. В работе пригождается и военный опыт, и наставление отца, инспектора рыбоохраны. Но главное, напутственный, он сказал, всегда оставаться человеком, относиться ко всем доброжелательно и помогать всегда взаимовыручкой. И вот эти, наверное, главные слова его, они мне и помогли, наверное, выжить на СВО. С Тимуром Акчуриным во время рабочей поездки встречался и глава республики. Ради Хабиров не раз отмечал, всем участникам СВО должны предоставить необходимые условия для успешной самореализации. Вот он уже после СВО, получается, и уже, да. Он, получается, как ваша должность? Начальник спасательной службы. Прекрасно, да. Руслан Латыпов участвовал в освобождении Артемовска и награжден медалью за отвагу. После увольнения со службы ветерана спецоперации пригласили работать в администрацию Чекмагушевского района. Теперь Руслан – начальник отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны. В детстве, в классе 3, наверное, еще, у нас был урок мужества какой-то. Не помню же, какой урок был, но рассказывали про Афганистанскую войну. Я думал, вот вырасту, я тоже буду защищать Родину. И тут в феврале начинается специальная военная операция. Я говорю, мое время пришло. Новые профессии осваивают и родители бойцов. Более 30 жителей республики проходят обучение по федеральному проекту «Своя сила». Участниками курсов психологии стали матери и отцы погибших воинов, чтобы помочь и себе, и другим. Проект «Своя сила» объединила в общую большую семью. В данный момент обучаемся 5 месяцев. Чтобы выходить из любого положения, не только выходить, это, как сказать, применить те знания в общении, в психологии, как в изучении души, и каждый по-своему понимает. И мы в этот федеральный проект подключились при поддержке Карины Владимировны Хабировой. По итогам образовательного проекта наши участники получают соответствующие дипломы. С особым вниманием относятся к бойцам на передовой. На днях в Уфе строительная компания подготовила к отправке на фронт машину повышенной проходимости. УАЗ дополнительно укрепили бронелистами. В автомобиль загрузили генераторы и бензопилы. На передовую машину доставят бойцы полка «Башкортостан», которые возвращаются на службу после краткосрочного отпуска. Бюджеты, которые затрачиваются на данные действия, они, формируются комплексно. Небольшую часть, так как все-таки это затратное мероприятие, вносят сотрудники. А уже, конечно, такие значительные задачи исполняет непосредственно бюджет компании. Гуманитарная помощь от республики, вы даже не представляете, все достаточно, то есть абсолютно все есть. Спасибо Башкортостану, спасибо районам, которые вот ребятам отправляют. Прибытие гумпомощи для солдат как настоящий праздник. Вот так под национальные песни бойцы разгружали фуры, которые прибыли из Аскинского района. Обоз собирали местные жители и предприниматели, а до бойцов груз сопровождало руководство муниципалитета. В составе груза доски, автомобили УАЗ, маскировочные сети, окопные свечи, а также продукты, сладкий баурсак, мясо и много питьевой воды. Мы благодаря санаторию Танып, которым уже более 500 тонн воды мы отправили в зону проведения специальной военной операции. Общий 35-й раз уже мы гуманитарный конвой отправляем из Аскинского района в зону проведения специальной военной операции нашим ребятам. Посылки с передовой отправляют и бойцы для музеев. Так волонтеры и члены боевого братства Венера Якупов и Алексей Рябоконь привезли в Уфу хвостовик ракеты зенитно-ракетного комплекса «Бук». Враг атаковал российский вертолет, но промахнулся. Фрагмент снаряда весом в несколько десятков килограммов упал на позиции наших солдат. Его было решено передать в Республиканский музей боевой славы. В скором времени трофей оформят, и он займет свое место в экспозиции, посвященной специальной военной операции. Эмиль Басареев. Итоги недели. На неделе стало понятно, как в республике будут отмечать 80-летие Победы. Не исключено, что в этом году возможно возобновление очной акции «Бессмертный полк».
Кроме того, не исключено, что на 9 мая в торжественном прохождении колонн могут принять участие жены участников СВО. До 1 апреля в Башкортостане в честь юбилея брендируют порядка 200 автобусов, в том числе и частных. Свои площадки украсят и торговые центры. Ветераны и их вдовы получат по 80 тысяч рублей в виде разовой выплаты, а труженики тыла и бывшие узники концлагерей по 55 тысяч. Разовую финансовую помощь предложено дать и детям войны, а это почти 120 тысяч человек. Также чиновникам поручено провести ремонт обелисков и мемориалов, чтобы люди смогли достойно почтить память героев. Мы можем потерять наше подрастающее поколение, которое не общались и не были воспитаны вот через те примеры, которые мы видели, я имею в виду об участниках Великой Отечественной войны. И, конечно же, вот они должны проникнуться значением данной победы. Улучшается городская среда, комфортнее становятся селы. Некогда недофинансированное Зауралье получило новый импульс для развития. Ради Хабиров на неделе побывал с визитом в Баймакском районе и Сибае. В муниципалитетах открыли сразу несколько новых объектов. Это и больницы, и дом культуры. Благоустраиваются дороги. Сами жители говорят, начали жить по-новому. Впрочем, работа предстоит еще большая. В этом году, например, приступят к строительству водопровода. Обо всем подробнее расскажет наш корреспондент Азат Садриев. Мы рады приветствовать вас здесь. Первый в России кадровый центр открылся в Сибае в рамках национального проекта «Демография». Здесь помогут не только найти работу, но и обучат новой профессии. Каждому соискателю применяется индивидуальный подход. Учитывают наличие детей, предпочтительную форму занятости, близость к дому. В год специалисты смогут помочь с трудоустройством 2000 человек. Тут начинается карьерный путь клиента. И после даже трудоустройства он продолжается. То есть мы сопровождаем и клиентов, и также работаем с работодателями над тем, чтобы клиент именно закрепился у работодателя не на кратковременный срок с помощью определенных программ, да, и мер государственной поддержки, а на длительный срок. Новоселье отметили и творческие коллективы села Ургазы. Теперь они могут репетировать и выступать на сцене нового социально-культурного центра, строительство которого обошлось в 200 миллионов рублей. Также по программе «Культура малой Родины» во втором квартале текущего года закупят комплекты звукового и светового оборудования, а также концертные костюмы. Артисты уже оценили новую сцену и зрительный зал на 300 мест. Я зашла прямо уже, я говорю, о, какой красивый. И всем говорю, тот клуб, говорю, рядом этого совсем. Неужели дождались? Выльнас Халидаровна, говорю, Баймакский, рядом с нашим клубом, говорю, совсем не то. Я хочу выразить благодарность строителям, которые вот архитектуре, вот они очень красивый такой, нам громадный, можно сказать, клуб построили. Мы очень рады. Площадь социально-культурного центра более 3000 квадратных метров. Места здесь хватило всем. Библиотека, музей, тренажерный зал, музыкальные и творческие кружки – все под одной крышей. Прекрасно, что нам вот этот зал достался. Мы просто благодарим вас, потому что в школе дети занимаются, в ФОКе студенты и молодежь занимаются, а нам вот взрослому поколению вообще Конечно. Куда? Только надо потом еще подкупить, да, какие-то. Да, мы будем очень благодарны. Да, конечно, это все. А так хорошее дело, конечно, да. Здорово. Отдельные помещения отдали волонтерам, которые собирают гуманитарную помощь участникам специальной военной операции. Как отправляете? В наш конвой устраиваетесь, да? Мы отправляем в основном сами, Ради Фаридович. Наш конвой, мы сейчас 3 фуры уже собрали. Сейчас ждем, как только нам дадут возможность. Надо в общий конвой вставать. В общий конвой поедем. По словам местных жителей, после развала колхоза долгие 30 лет им не уделялось должного внимания. Изменения начались после визита Радия Хабирова в Ургазу в декабре 2020 года. Последние 2-3 года республика повернулась лицом к нам. Начали строить клуб, больницы начали строить. И строить сейчас водовод. Самый у нас больной вопрос – это была вода. Как-то недоверием было. Сейчас увидели, что идет кругом стройка. Хорошие у них впечатления, хорошие. Новый дом обрели и врачи села Ургазы. Для них построили участковую больницу в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения республики. Объект возвели по модульному типу. Это первый опыт в Республике Башкортостан, да и в целом в Приволжском федеральном округе на
670 квадратных метров мы расположили здесь и детскую амбулаторию, и взрослую амбулаторию, дневной стационар. Больница рассчитана на 75 посещений в смену и обслуживает жителей 10 ближайших населенных пунктов. Вы здесь все эти вот прямо здесь, в Ургазах, 40 лет. В Ургазе, да? То есть сначала я здесь родилась, здесь выросла, здесь вот... У вас, наверное, есть такое, что вы, значит, наблюдали, родили, а потом тот, кого родил, она, наверное, уже принесла... Да, свои... вот мама ее, считайте, у меня рожала, вот теперь дочь ее... Уже, на учете, да, уже вот она третья стала на учет. Вот книгу писать про таких людей, да. Ради Хабиров оценил просторные и светлые кабинеты, а также условия, созданные для врачей и пациентов. По их словам, о таком медучреждении они мечтали давно. Чувствуется, конечно, внимание. Это же так и удобно, и комфортно, что нас не забывают. Это вообще рай. Напротив того здания здесь вообще великолепно. А что здесь комфортно все. Ну, вообще и для пациентов комфортно, и для нас тепло, уют. Все у нас здесь. Обновился и Зауральский агропромышленный колледж. По поручению Радия Хабирова здесь отремонтировали общежитие, создав для проживания студентов комфортные условия. Из бюджета на эти цели было выделено 15 миллионов рублей. 2 телевизионные комнаты, 2 теннисные комнаты есть. Уже есть условия, чтобы студенты не только учились, но жили здесь, но и для отдыха есть места. Глава Башкортостана осмотрел жилые комнаты и зоны отдыха, а после встретился со студентами учебного заведения. Каждый смог задать руководителю региона свои вопросы. Ради Хабиров отметил, что большая работа по ремонту общежитий будет продолжена. Пусть они живут в нормальных условиях. Мы в разных были студентами. Я говорю, был студентом, там, такое общежитие было. Вот. Мы же выросли все. У нас есть возможность сделать лучшие условия, чем нам. Вы знаете, действует большая программа поддержки среднего профессионального образования. Мы активно участвуем в федеральной программе «Профессионалитет», которая дает нам очень большие возможности для развития. И каждый год из бюджета республики 500 000 000 рублей мы направляем. Значит, в этом году Акьярский колледж будем ремонтировать, Дуванский. Также в Баймаке в рамках рабочей поездки Ради Хабиров принял участие в открытии бюста председателю Совета министров Башкирской АССР Зекерии Акназарову. Он возглавлял этот пост 25 лет с 1962 по 1986 годы. Это было сложное время, после чего республика стала ведущим аграрным и промышленным регионом России. За такую память о своем отце поблагодарил сын Зекерии Шарафудиновича Фаниль Акназаров. Уделял огромное внимание и образованию, и промышленности, в первую очередь сельскому хозяйству. И в то же время он уделял внимание нам, 5 сыновьям. По итогам рабочей поездки Ради Хабиров отметил, что республика и дальше будет вкладываться в развитие Зауралья. Многое уже сделано, но нерешенные вопросы все же остаются. И один из главных – дороги. Ремонту и строительству новых автомагистралей уделят особое внимание. Азат Садреев, Артур Ханов, Родион Матвеев и Виктор Демидов. Итоги недели. Башкортостан получил более 260 миллионов рублей на развитие туризма, тем самым вводя в 5 субъектов России по сумме распределенных федеральных средств. Субсидия пойдет на государственную поддержку общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры. Помощь получают и предприниматели, которые создают новые места отдыха. Подробности расскажет Анастасия Ильчебаева. Зимой мы занимаемся снегоходами, летом катаем на квадриках. Каждый день работаем, без выходных, туризм развиваем. Их работа заключается в том, чтобы отдыхали другие. И Белорецкий район словно создан как раз для последнего. Поток туристов растет, нужны новые места отдыха. Комплекс Самрау – как раз предложение, рожденное спросом. Название Самрау у нас берет начало с башкирского эпоса «Урал-Батыр». Значит, на глэмпинг мы получили государственную поддержку, 50% софинансирования Министерства туризма и предпринимательства. Глэмпинг открылся в селе Новоабзаково. Здесь можно расслабиться в бане с чаном, прокатиться на снегоходах. Есть и гостиница на 20 номеров, столовая и пекарня. Детское меню для маленьких постояльцев. Мы в восторге, дети в восторге, у них столько эмоций. Пока ехали, они вау, вау, вау. Горы, деревья, лыжи. Все нравится, все замечательно. И баня замечательная, погода. Сегодня нам повезло с погодой. Мужчины наши готовят шашлыки, мы накрываем стол. Сейчас сядем,
посидим, чайку попьем после баньки. Портрет туриста за последние годы изменился, говорят эксперты отрасли. Отдыхающим нужно больше комфорта и развлечений. География путешествий по стране расширяется. Да и туристы из других стран постепенно смещают акцент с Москвы и Петербурга на регионы. Так, например, горнолыжный центр Мыраткина часто выбирают гости из Казахстана. В том году приезжали со старшими детьми, попробовали покататься, очень понравилось. В этом году приехали уже со всеми детьми, младших взяли с собой. Тоже решили на досках покататься, всем понравилось. Очень хорошо, погода, все отлично. Как бы и магазины, и гостиницы здесь. Нам здесь все нравится, поэтому мы и приезжаем тут. Слов других нет, не может быть, только одни эмоции. Перспективы развития гостиничного сектора обсудили в Уфе на первом форуме ательеров. Подсчет туристов за прошлый год еще идет, но уже известно, что есть рост количества гостей, особенно в столице республики. В соответствии с национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства» к 2030 году доля туристического сектора в валовом внутреннем продукте страны должна составить 5%. Гости, они покупают эмоцию, они же не койко-место покупают, они покупают эмоцию. Им нужна картинка красивая, концепция, попробовать город на вкус. Поэтому планы, они такие. Синергию надо делать отелей, туроператоров, рестораторов в целом, для того, чтобы побольше было событийных мероприятий. Задача привлечь гостей. Согласно стратегии, которую в нашем государстве принята, 140 миллионов туристов к 2030 году. Значит, каждый год плюс 10 миллионов. Башкирия должна внести нескромный вклад в увеличение вот этого количества туристов. Республика у нас очень туристически привлекательная. И сегодня такой бизнес, как отели, как гостиницы, объединяются вместе с туроператорами для того, чтобы мы смогли сделать очень хорошую программу в дальнейшем развитии. И по стратегии развития туризма в республике гостиницы, отели играют очень большую роль. Ведь от этого зависит отдых, сервис и зависит настроение наших туристов, наших гостей. Самое главное – объединение. Объединяя всех, мы меняемся новыми идеями, вдохновляемся, помогаем друг другу. В этом году Башкортостан вошел в пятерку субъектов России по сумме распределенных федеральных средств на развитие туризма. Республика получила единую субсидию в размере более 260 миллионов рублей. Это на 100 миллионов больше, чем в прошлом году. Они будут использованы на обустройство кемпингов, пляжей и туркода Уфы. В 2025-м регион планирует наполнить туристические локации интересными идеями. Анастасия Ильчебаева, Азат Ишбулатов, Вадим Исламов, Руслан Галямов. Итоги недели. К лету в Уфе появится 1100 платных стоянок. Их оформление начнут, как только сойдет снег. Все контракты на размещение парковок уже подписаны. Об этом мэр столицы Ратмир Мавлиев сообщил на своей пресс-конференции. В дальнейшем число таких мест планируют увеличить. В 2025 году в Уфе также начнут реконструкцию трамвайных линий. В первую очередь планируется полностью заменить сеть путей в южной части города. Из республиканского бюджета на эти цели выделили 2 миллиарда рублей. Чтобы город был еще более привлекательным, власти запустили грантовую программу «Уфимское наследие». В ее рамках собственники объектов смогут получать финансирование на реконструкцию фасадов зданий. Глава города также признал, что муниципальные предприятия не слишком эффективно справляются со своей работой, из-за чего на улицах образовался гололед. Также власти планируют в каждом районе Уфы возвести снегоплавильные пункты. 17 основных приоритетов в нашей работе. Ну и, конечно же, мы планируем эти все проекты дожимать, реализовывать полноценно для того, чтобы Уфа была самым комфортным городом для жизни. И люди, которые переезжают сегодня, выбирают город Уфу для проживания, продолжали и также сюда приезжать жить, создавать семьи, получать образование и развивать наш город, любить его. На неделе Верховный суд республики оставил без изменений решение суда Советского района столицы в отношении главного редактора интернет-издания Pruфы.рф за распространение заведомо недостоверной информации. В декабре Марину Каримову оштрафовали на 60 тысяч рублей за распространение недостоверной информации. Речь идет о публикации статьи на сайте сетевого издания от 7 июля прошлого года под авторством Рамиля Рахматова. По версии стороны обвинения, главный редактор одобрила публикацию, но не убедилась в ее правдивости. Отмечу, что ранее журналистка трижды привлекалась к ответственности по статье «Злоупотребление свободой массовой информации».
По оценкам экспертов, Башкортостан входит в десятку регионов России, по которым идет самая активная работа по распространению дезинформации из-за рубежа с целью раскачать отношения между жителями разных национальностей и конфессий. Очень важно в этих условиях быть консолидированными. И то, что где-то кто-то, или по ошибке, или по недомыслию, позволяет себе какие-то не очень корректные высказывания, и, может быть, какие-то публикации, которые не совсем проверены, не совсем стыкуются с фактами. Конечно, это в нынешних условиях недопустимые вещи. И надеемся, что на этом поставить точку. Правдивое слово. Это сегодня гораздо важнее, чем попытка где-то набрать рейтинг, очки за счет какой-то хайповой публикации. Напомню, также в конце января этого года в Верховном суде оставили без изменений и другой приговор в отношении здания «Пруфы». Служители Фемиды признали СМИ виновным в совершении административного правонарушения за публикацию под авторством Рамиля Рахматова, в частности, за распространение в ней заведомо недостоверной информации, которая может создать угрозу общественной безопасности, и назначили наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Ранее издатель электронного ресурса Руфа Рахимова была осуждена за дискредитацию вооруженных сил России. Дело связано с тем, что в постах Руфы Рахимовой выявили информацию, которая дискредитирует российскую армию и участников СВО. Перестрелка и разборки в стиле 90-х в Уфе, а в Белорецком районе нападение волков. Что еще произошло на неделе, смотрите в нашем дайджесте. Новости короткой строкой расскажет Руслан Батыргариев. Лишился глаза после перестрелки. В Уфе следователи устанавливают причину потасовки, в ходе которой пострадал местный житель. Нападение произошло неподалеку от остановки фирмы «Мир». На кадрах видно, как к припаркованной машине и стоящим рядом людям подлетает белая приора. Оттуда выходят крепкие мужчины и сразу начинают стрелять. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело и уже установили личности стрелков. В Белорецком районе нашествие волков. Хищники нападают на домашний скот и животных. Это видео выложил один из жителей села Инзер. Мужчина утром обнаружил, что серые обитатели леса пробрались в сарай, где находились козы. Не выжил никто. Люди опасаются за свою жизнь. По сообщениям районной администрации, на патруль территории вышли сотрудники правоохранительных органов, Минэкологии и сельсовета. Они изучат маршруты, по которым волки попадают в село. Реконструкция Бельского моста в Уфе завершится в сентябре. По словам строителей, объект уже готов на 50%. Движение по мосту было остановлено 8 лет назад из-за его аварийного состояния. Все пролетные строения нового сооружения будут не железобетонными, как раньше, а металлическими. К слову, исторический облик моста не изменится, вернут на место и обновленную визитную карточку Уфы – арку. После капремонта объект должен прослужить еще полвека. Первая в регионе операция по лечению тромбоэмболии легочной артерии методом управляемого катетерного ультразвукового тромболизиса выполнена успешно. Провели ее в Республиканском кардиологическом центре 63-летнему пациенту. Во время операции через 2 прокола вен в ногах врачи ввели пациенту специальные катетеры до тромбов в легочных артериях. Их подключили к новому аппарату ЭКОС. Через катетер был введен лекарственный препарат, эффективность которого была усилена за счет ультразвука. В итоге манипуляция позволила разрушить структуру тромба и восстановить кровоток в легочных артериях. Более 2000 обучающихся из разных уголков страны в Уфе. Впервые прошел фестиваль студентов дома. Во дворце борьбы собрались учащиеся колледжей, техникумов и вузов республики, а также выходцы Башкортостана, получающие образование в других регионах. Мероприятие посетил глава республики. Ради Хабиров осмотрел выставку вакансий, пообщался с представителями предприятий. Также в этот день руководитель региона наградил самых активных юношей и девушек. Студенты получили почетные знаки добровольцев Башкортостана, а также благодарности главы республики. Завершилось все концертом с участием башкирских исполнителей и большой дискотекой. Башкирское мороженое покоряет евроазиатский рынок. Недавно первую партию продукции отправили во Вьетнам. Чтобы справиться с растущим спросом, на фабрике расширяют мощности. Ведь помимо Вьетнама наш сладкий продукт приобретает популярность в Таиланде и Китае.
А ведь еще не так давно производство мороженого носило сезонный характер. Выйти на круглогодичный цикл позволила в том числе экспортная деятельность. Ведь пока в Башкортостане холодно, радуются лакомству жители южных стран. Башкортостан принял первую зимнюю всероссийскую спартакиаду глухих «Мы вместе спорт». Накануне в Уфимском дворце борьбы был дан официальный старт соревнованиям. Всего участие в турнире принимают более 800 атлетов с нарушением слуха из 32 регионов страны. Предварительные состязания уже проходят в шахматах, керлинге, лыжных гонках и футзале. Все подробности в материале Юлии Паршиной. Представление официального символа соревнований флага зимней спартакиады спорта глухих «Мы вместе спорт» как точка отсчета. На 11 дней Башкортостан стал местом притяжения сильнейших российских атлетов с нарушением слуха. За это время здесь разыграют 38 комплектов медалей. Башкортостан сегодня привык быть первым. У нас девиз первых, да. И, безусловно, еще раз, проводя вот эти большие спортивные старты, мы еще раз задаем вот такую хорошую новую историю. И эта история рождается в Башкортостане. В самом центре Уфы, на площади Гостиного двора, развернулась фан-зона для спортсменов, болельщиков и гостей республики. Башкортостан – это первая спортивная республика, где имеется все, скажем так. Было время, когда-то у нас не было, а сегодня можно гордиться, можно именно говорить об этом, что у нас все объекты доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья, и поэтому мы можем проводить все соревнования. На открытии фан-зоны состоялся вечер знакомств. Спортсмены из разных регионов страны пообщались и обсудили предстоящие старты. Моя первая медаль – это Италия, 83-й год. Я выполнил нормативы, я стал чемпионом первый раз. Мне было всего 23 года. Я участвовал вместе наравне со слышащими, и я после этого еще завоевал медали. Более 800 атлетов поборются за медали в 7 дисциплинах. Это сноуборд, шахматы, мини-футбол, хоккей, керлинг, лыжные гонки и горнолыжный спорт. Соревнования будут проходить и в Уфе, и Ишимбае, а также на территории Абзелиловского района. Город Уфа имеет все ресурсы и спортивные объекты, на которых можно проводить на высоком уровне мероприятия. У нас хорошие отношения с главой республики Радием Фаритовичем Хабировым, с правительством Республики Башкортостан. Соревнования по некоторым видам спорта уже стартовали. Так, в Башкирском аграрном университете начался турнир по футзалу. Участие в нем принимают 7 лучших мужских и 4 женских коллектива страны. Во-первых, здесь собрались сильнейшие команды по итогам чемпионата России. Это семерка сильнейших. Поэтому все игры будут в борьбе, в накале, и что и доказывают эти соревнования и первый матч. Честь Башкортостана защищают более 30 спортсменов. В шахматах сразу 8 представителей региона. Турнир проходит в Центре спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина. В первый день состязаний прошли соревнования по блицу. Участие в них приняли представители 10 регионов страны. Стартовали командные соревнования с участием 6 мужских и 6 женских коллективов. Здесь в Уфе очень хорошо. Спартакиада по шахматам проходит впервые. Республика нас очень здорово принимает. Условия для нашего вида спорта отличные. Многократный чемпион России, капитан команды Ленат Шаяхметов выступает вместе со своим отцом Эльдаром Шерифьяновичем. В детском саду 5-летний Ленат нашел книгу с картинками шахматных фигур и заинтересовался этим видом спорта. Тогда-то отец, к тому времени чемпион республики по шахматам среди спортсменов с нарушением слуха, и стал первым тренером для своего сына, будущего 3-кратного чемпиона России. Неважно, с каким результатом мы выступим. Главное, что я буду рядом с отцом. Я безумно рад этому. Когда мы вместе в команде, я чувствую поддержку. Сам я увлекся шахматами в 12 лет. Этой игре меня научил друг. После победы на чемпионате республики решил попробовать тренировать ребят. Позже подключил к занятиям и сына. Он быстро стал показывать высокие результаты. Практически не проигрывал, и мы поняли, что это его спорт. Соревнования по керлингу проходят в Ишимбае. Здесь выступают спортсмены из 9 регионов страны. Сначала на арене состоялась официальная тренировка и опробование льда. Затем к предварительным состязаниям приступили смешанные команды. Такое мероприятие в Башкортостане проводится именно зимние виды впервые. А в Ишимбае
такого вообще не было. Рустем Ахметов из Уфы пробовал заниматься многими видами спорта. В 2017-м стал чемпионом сурдоолимпийских летних игр по дзюдо в Турции, в финале победив соперника из Ирана. Теперь Рустем решил бросить себе новый вызов. На первой всероссийской зимней спартакиаде он принимает участие в соревнованиях по керлингу. Мне нравится керлинг, такое мышление, как в шахматы играть. Мне нравится такая игра. Соревнования продлятся до 16 февраля. Юлия Паршина, Артем Кочешев, Элина Юлдашева. Итоги недели. Далее рубрика «Итогов недели между нами». Это авторский взгляд моего коллеги, журналиста Руслана Шарафудинова на происходящее в республике за последние 7 дней. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Здравствуйте, я Руслан Шарафудинов. Между нами официальная минувшая неделя прошла под знаком 3 «Б» – Баймак, Беларусь и Бумеранг. Очень глубоко погрузился Ради Хабиров в социально-экономическую жизнь Баймакского района. За 2 дня он исколесил сотни километров местных дорог, объекты экономики, торговли, образования, культуры, здравоохранения, спортивного досуга, как новые, так и те, которые требуют реконструкции. Был и очень торжественный повод – долгожданное открытие бюста выдающегося сына баймакской земли Зекирии Шарафудиновича Акназарова. Память бессменного в течение 25 лет руководителя правительства БССР увековечена аккурат перед зданием индустриального агропромышленного колледжа в Баймаке. Это как раз еще один важный штрих в большом деле сохранения исторического наследия и возвращения заслуженных имен. У Хабирова в Баймаке было много встреч с людьми, причем самыми разными и по возрасту, и по роду занятий. Достаточно много для того, чтобы получить из первых рук максимально полное представление, чем сегодня живут и дышат баймакцы. Отдельный разговор и предмет теперь личного контроля – дороги района, по которым много справедливых нареканий. Основное полотно основной местной фонящей трассы Сибай-Акьяр будет полностью готово в следующем году. Займутся и остальными дорогами, состояние которых оставляет желать много лучшего, честно говоря. Да, в свое время Баймакский район недополучал финансирования, но сегодня республика вкладывает в муниципалитет большие средства. Планы по развитию района серьезные, прежде всего по дорогам, благоустройству населенных пунктов и созданию рабочих мест. Большие надежды и ответственность за реализацию этих планов на новой управленческой команде местной власти. От 1 Б Баймака до 2 Б Беларуси 2500 километров, но расстояние дружбе не помеха. У нашей делегации во главе с Хабировым в братской Беларуси плотная насыщенная программа. Но это точно не туризм и процесс ради процесса. За каждой рабочей встречей и переговорами конкретный деловой проект. В условиях беспрецедентного санкционного давления Башкортостан очень энергично развивает международные связи. И Беларусь в первом ряду наших друзей и партнеров и по гуманитарным взаимоотношениям, и по товарообороту. Делегацию Башкортостана встречали в Минске по высшему разряду. Встретился с Хабировым и Александр Лукашенко, только что вновь переизбранный президентом Беларуси. Батька каждый раз находит время и возможность встретиться с нашим башлыгы, когда башкирская делегация посещает Беларусь. И это, безусловно, очень красноречиво характеризует политический вес Радия Хабирова и то значение, которое придает белорусская сторона нашим отношениям. Уверен, далеко не с каждым губернатором российского субъекта Лукашенко будет лично общаться. И, наконец, 3 Б – бумеранг. Это когда ты щедро раскидываешь вокруг себя информационные фекалии, то должен понимать, что рано или поздно будет обратка по закону бумеранга. На минувшей неделе Верховный суд Башкирии оставил в силе оба решения районных судов по серийным производителям фейков из портала «Пруфы». И в отношении ОНО «Свободные медиа», как его юрлица, так и в отношении главного редактора, как лица должностного. На юрлицо «Пруфов» штраф в 200 тысяч рублей, но повторное подобное нарушение является основанием для прекращения судом деятельности СМИ. Главный редактор «Пруфов» должна заплатить 60 тысяч рублей. Оба приговора за распространение заведомо недостоверно общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. Если проще, то за систематическую ложь и клевету, которая, по мнению суда, могла угрожать общественной безопасности.
Федеральные силовики методично сжимают железное кольцо правосудия вокруг пруфов, потому что на самом деле никаких пруфов, то есть доказательств, там отродясь не водилось. Провокации, манипуляции домыслами, гадание на кофейной гуще и высасывание из пальца – самые популярные их жанры. И в завершении про еще одно «Б» недели. Не то, что вы подумали. «Б» – боль. Погодные качели, то крещенская оттепель, то морозы, то опять дожди превратили в моменте даже центр Уфы в натуральный каток. Есть тротуары, где передвигаться можно только по пингвиньи. Из официальных отчетов мэрии мы слышим, что на борьбу за обеспечение безопасности пешеходов, это цитата, брошены все силы и средства, а также тонны песка и реагентов. Между нами на тротуарах мы особо не видим ни дворников, ни реагентов. Сводки из травмпунктов напоминают фронтовые. Переломы, ушибы, сотрясения, настоящий человекопад. Ради справедливости на своей пресс-конференции мэр Уфы Ратмир Мавлиев проблему ледового побоища признал и честно назвал основную его причину. Тоже на букву «Б». Безответственность, ответственность муниципальных предприятий. Признать-то признал, но пенсионерам от этого не легче. Шейка бедра от извинений не срастется, к сожалению. До свидания. С вами был Руслан Шарафутдинов. Между нами без «Б». Берегите себя и своих близких. Все будет хорошо.